Хорошие новости для Таджикистана. Это действительно дает надежду. Подписывайтесь на обновления и точно будете в курсе всего самого важного. Эмомали Рахмон провел рабочее совещание с участием членов правительства, руководителей ряда государственных ведомств и учреждений, передает пресс-служба президента. Главными вопросами стали улучшение макроэкономических показателей, формирование государственного бюджета и меры по расширению применения безналичных расчетов. Президент дал поручение ответственным лицам по развитию промышленных предприятий, обеспечению высокой скорости интернета, доступности цен, а также по привлечению инвестиций в национальную экономику. Эмомали Рахмон подчеркнул важность и необходимость своевременного выполнения указа о мерах по расширению безналичного расчета. Напомним, с 1 августа в Таджикистане не будут принимать наличные деньги за госуслуги. Все обязательные государственные платежи будут осуществляться только в безналичной форме. Но, тем не менее, многие боялись этого нововведения, так как интернет в Таджикистане желает быть лучшим, особенно в селах его практически нет. Но будем надеяться, что после этого заявления Эмомали Рахмона они действительно решат эту проблему. Вы в это верите? Жители Таджикистана уже привыкли к регулярному блокированию доступа к различным веб-сайтам и интернет-ресурсам. Такие временные блокировки происходят практически каждый месяц. Некоторые веб-сайты, в основном независимые новостные порталы, в стране заблокированы уже полгода. Таджикистанцы обходят блокировки с помощью специальных программ. Также Таджикистан и Европейский Союз заключили финансовое соглашение об образовании, технической, профессиональной подготовке и программе поддержки бюджета сферы занятости. Подпись под документом в минувшую среду в Душанбе поставили министр финансов Республики Таджикистан Файзидин Кахарзада и глава представительства, посол Евросоюза Республики Таджикистан Раймундас Хароблис. Основной целью программы является проведение реформ в системе управления государственными финансами, обеспечение бюджетной прозрачности и программного бюджетирования, поддержка системы технического, профессионального образования, рынка труда, занятости населения и миграции, сообщает пресс-служба Минфина. Отмечается, что в рамках соглашения Таджикистан получит 30 миллионов евро на безвозмездной основе. Таджикистан в последнем мировом рейтинге по прозрачности бюджета за 2021 год находился среди стран 11 с самыми закрытыми бюджетами. Среди стран Центральной Азии в рейтинге присутствуют также Казахстан и Кыргызстан, которые относятся к 30 странам с наиболее прозрачными бюджетами. Узбекистан и Туркменистан в рейтинге просто отсутствуют. Как вы относитесь к такой ситуации? Также анонсируют то, что Евросоюз даст еще несколько траншей и кредитов нашему государству для поддержки экономики и развития нашей страны. Хотя они и так это делают достаточно часто. Но многие говорят о том, что эту помощь никто в Таджикистане не замечает, будто ее дают, и она где-то оседает в верхах, в карманах наших политиков. Как вы думаете, насколько это правда? И как вы относитесь к помощи Европейского Союза? Стоит ли нам с ними больше сотрудничать? И верите ли вы в то, что когда-то в Таджикистане все станет прозрачно и понятно? У нас пока на этом все. Оцените наше видео подпиской и лайком. До скорой встречи!